Добрый день, поважанные товарищи. Хочу сказать, паны, вот я иду по Креве. И это самое, а вы что, кревский человек или так по-кревску, по-нашему? Моя Я говор- тутейший, я с Подвижнева. Добрый день. Добрый. А як вас зовут? Иосиф, Юзик. Юзик, Ну, Юзик, да, Юзик, да, Юзик. А это самое, Крева наша красота. Кто приезжает до нас, становится человеком таким, как и наша Крева. Потому что у нас говорят на нашем, як мы хотим, можем и по-польски, и по-русски. Во, костел стоит, это свято на дорогах наших, а там далее церковь стоит. Никто не мешает нам хорошо жить, разговаривать, размовлять. И потому что мы кревские люди. А что вы ведаете про этот костел? Костел это был, я помню, як його рухали у 66-му году. Тоді було надто... Трактори пригнали, люди кидались, эти самые бабки, особенно старейшие, которые приходили мужи с войны бедные, калеками. И так не успел прийти, помирали они с образами. Не давали, то есть зробили больницу, стояла больница. Больница, двухэтажная больница, и люди, и детки лечились, и мужское, и женское, и роддом был, и мы, кревские, это самое, родились, некоторые воя у Креве, а церковь у нас все стоит, батюшку забили в войну, а никуда ни на день не закрывалась. Один батюшка появляется, тогда второй появляется, и на его по сегодняшний день наш. Это уже батюшки сын служил, Кревскую приезжаю. И все. А кто забил батюшку войну? У войну Леванчука. А кто забил? А кто? Эти вроде бы, которые... СРовцы, ну и как Ну, он? Бог его знает. И так, ну, вроде бы сказали, это белополяки. Белополяки, СРовцы. ну. Это- Белополяки. И главное, что дочку и племянницу 17-18 годов делал, зачем стрелять было. Постреляли, да? Да, бо у нас... А казали, что у Креве у войну забили некую белорусскую школу, расстреляли, ці правда? Кого? Ці литовскую школу. Нечто писали ранее в интернете годов 20 назад. Не я чули ви? лично не чув про это. Это надо старейшим. Школу? Ні. Ні? А у войны тут не было. Тут было белополяки пришли, немцев арестовали, до Сморгонь отправили. Это Тут- у 19-м. У першую сусветную. А у Светную это не знаю кто. Были, учитель был такой, это Гринкевич. Был, несколько рассказывали, что тут такое, ну, как говорится, не доказано и не изведано это дело. А во Вторую войну забили священника, и Леванчук, доску повесили его недавно, сколько это годов было, 80 годов, наверное. И это самое, и невинных, дочку и племянницу. А яны были у его у гостях тяжели разом Они з ним? а матушка где-то пошла была кому-то сразу ему оказывать помощь. И матушку забили бы. Живая осталась. А девчата были учителі на чистом белорусском языку преподавали мову. А, так это во їх і забили, про їх і казали. Да. Яны на беларускай мове у школе вучылі, да? Да. Гэтыя з бацюшкам, гэтыя яго... Леванчук таки был. А деток не забили, хто на беларускай мове вучылі? Это ночью они делали, а деток тогда в то время, может, не было. Может. Ага. Так это армія И Краёва. матушка сказала, вроде бы Краёва, а затем Армия они, Краёва. Ну, за это. И тогда и пошло. Вот такое дело. Я вам скажу, что наша Краёва, еще раз вам покажите костел и все, красота. Пригожий костюл. А той старий костюл, який спалили, він був дерев'яний, який поламали? Яны поломали, зробили больницу. Там поломали. переломали, крышили. Костел ближе на метров 50 стоял, Нет. вот его на самом вот сюда. А, Там не ближей? костел, там уже там было это, блядь, что-то. Тихо, ты не ругайся. Як иначе. Это, Сережа, человек снимает его на камеру. Я знаю, что. Костел, где был костел, там он и стоит костел. А тут было, это ихне, Плебанія. да.
где он То, де костёл стаяў, цяпер нічого нема. где ксён живе, там и Гэта там и резиденция так и осталась. на польская была. Ну. Она А плеб... косёл І вот стоял. здание еще, вот где клуб стоял, вот синее здание. А что это за здание? Это вот под костёл отдали. Будзе плебания для ксяндзоў. Да, и все. Сразу пока этот костёл построили, молились люди. Там была каплица. Приходили Типа и, каплица была. И костёл, Сережа. Почекай, Сережка, почекай. Слушайте, так это атрымліваецца, что батюшка крэўскі праваслаўны вучыў дзетак размаўляць і сваімі сваякамі на беларускай мове. І была беларускамоўная школа. Вы правильно говорите, были и люди, ён не отличал ни католиков, ни евреев, ни татар, у нас же у Украине было. Никого, надто был он справедливый. И тогда им, ну, Ливанчук. А, Ливанчук. Да, у матери спрашивали, она Я не спрашиваю. это сама. А яму вот ён ім быў як ком у горле, што такое ўсё людзям усім хораша рабіў. Палякам не падабалася. А яны не поляки, а они были ошчапенцы с немцами, там, они настоящие поляки, его никогда не стреляли. Приезжали, тогда воях начиналось, это уже, когда советская власть пала, и пришли, отдали костелы, и из Вильнюса, из Польши приезжали такие священники настоящие, 70-80 лет. И хорошо людей до веры доводили. Вы хотите православную, вы хотите католическую веру, а никто никого не держал. А тогда все было, не запрошали, а наша церковь у Сморгоне, у Сморгоне церковь закрыта была, поломали, спалили, а наша деревья, вон, с камня стоит Крылская церковь, и все люди ходят в церковь, и католики, и православные у костел ходят, а одна ему не мешает. У мяне один дед поляк Да. быў, памёр ужо няма, другі дед быў праваслаўны. А у вас там еще, как вы сказали, откуда это еще серьезные такие дядьки были? Откуда? Мяне Чарняўскі хрысціў ксёнству, гэты, который першы па беларускай мове пачаў маліцца. Надо у жены спросить, Это- она это знаю. Подожди, Она что, з- подожди, Ён- Чернявский? Ён Это- звяребушкаў. Стой, Звяребушкаў. у Чернявский ксенз был. Да. Это у Вишнева ксенз, который единственный молился на белорусской мове. Так. Я, Видишь, молодые, знаю. извини, пожалуйста, у меня... Ты знаешь, что ты на республиканское Подожди, телевидение подожди. попадешь, болван. Я, Ты говоришь. у меня жонки, сестра брала шлюб. И мы брали шлюб, яны брали, не мы, а яны брали шлюб, Слушай, и мы брали у Вишнева. Сережа на И- камеру человек и- снимает. Да хай снимай. И Не мы ругайся. снимали у Вишнева, убрали шлюб яны у Вишнева. И вот этого ксенз, я никогда не забуду его. И он на белорусской мове молился. Ну, там такие прогрешения были, что... Было. Тогда уже снял. Было. Ён... Надто он любил пошутить. Да. Так это Надо. ваш с Воложенской песня. Ён Да, мяне Вишня хрысціў. Воложенский. Мне хрысціў. Надто он Мог любил- узяць за что-нибудь человека, пощупать. Во, и он Мог, надто любил мог, вот это вот мог. шутки. Вот, Да, вот самый, так. да, и Было он это. старый был. Было старый. гэта. Это видишь, целый камеру Да хай снимает, так что мне. Гэты, слухайте, гэта. Забили гэтых вот, гэтыя, люди, которые типа банда, типа поляки, да, эти вот, возможно, это околцы были, да? Это, короче, что поляки, наверное, были. Не то, что не кто гэтыя люди были, которые банда, бандиты. Были они не, як говорится, Тут непонятно. як на Украине, каже, ни Махно, ни Тут Сахно. просто Просто бандиты. Да. И они шли, а тогда Сталин, як трохи их прижал, они не уступили, они ехали просто криво, каже, это самое, знамя, духовя, крест, батька мой рассказывал. Ага. Они назад ехали, каже, все, и поехали. Но, а которые начинали, там что же дисциплина была, и их начинали прижать, которые не подчинялись, но осколки этой оставалось, и они его нечто не это. А они, которые, говорят, это самое, советы забили, никто сегодня не знали. И сейчас 80 лет прошло, все это
у сентябры было гэтага юбилей, собралось и начальство районное, и детей навезли, и школу. Ну, красиво вспомнили, людей, что он был бездомный, давал крышу над головой, неможным кормил человека. А это не дочка и племянница учили, они окончили Вивенскую, это самое. Гімназію. Да, они грамотные уже на то время. То есть і гэтыя былі вучні з віленскай гімназіі, Да. сваякі, і яны выкладалі тут беларускую адукацыю. Да. Не боялись, немцы были, а не боялся ее на белорусском. А немцы не чапалі беларускую Ну, адукацыю. трохи его прижимали, но але не немцы. Немцы не чапалі беларускую адукацыю. У церкви расстреляли это самое. Дык ён гэтая банда, яна была якой прыналежнасці? Просто банда, ці яна была арміяй краёвай, ці это савецкія партызаны? Хто гэта быў? Наверное, и ты, яны мусіць. Не, гэта хутчэй Кучаваўшыся былі. хутчэй за ўсё армія краёва. Я тоже думаю, скорей, што армія краёва. Таму што палякам не падабалася наша мова, таму што наша мова... Ні туди, ні сюди. Уважаемые товарищи подписанты, историки, кто глядзіць мой канал, калі ласка, подскажите, хто забіў бацюшку у Другую сусветную вайну і з яго племянніцамі у крэве? Вельмі цікава, таму што і дочкай. Гэта вельмі цікава. Магчыма, хтосьці паглядзець мяне з віленскай гімназіі, я вам скіну гэты ролик. Подскажите, калі ласка, бо я чуў пра гэта гадоў 20 таму, што у крэве была забіта ці то беларуская, ці то літоўская школа. То я потым у людзей пытаўся па месцы, вось першы чалавек, які мне штосьці сказаў на гэту тэму, бо ў мяне і людзі працуюць вось з крэва і працавалі, і ніхто пра гэта не ведаў. А вот слухайце, скажыце, калі ласка, а вот як вы у самім крэве не жылі, ці так ці жылі? Я всю жизнь у крэве был. Всю жизнь? Жил. А каля церкви я сам католик, а нам забаранялі хадзіць гэтым дзецям. А як у нас церква всю жизнь на нас функционировала. Крэўская, і вот ўсё ночнае, а гэта ж пайсці да крэва, а гэта сама на ўсю ночную крэва, бацюшка прыязджае, уся ноч, моляцца людзі ўсё. А ніхто не знаў, так хадзілі, бо так что-то остановится, нейкі бацюшка, ўсё. А тады ўжо началося, забаронена было гаварыць пра гэта. Я ведаю. У нас таксама А было. тады гэта самае ўсё, а сёлета 80 гадоў, я хорашыў, у хасеце прачытаў, я пайшоў каля церквы, друг там коня вважае, я говорю, а хто такі там напісаны. Як гэта было засекречана, і хто і што, і Бог його знає, хто правду скаже. Кажуть, що вроді би поляки там руку приложили гэта, але за що його було стріляти? Матушки у хаті не було, а 17 годов у племянницы, мусить 19 дочка, наставницы Виленскую гимназию кончился на нашу войну, Не, знаете, белорусскую мову у преподавал. меня аж слезы текутся. И я выплачу, говорился. Слухайте. За что это такое? И теперь я его там, да, скуповесили на церкви. Леванчук таки был это самое. Я католик, но я ж благо людей не учил человека. Ты не знаешь. Хай мать тебе скажу. Послухайте, Філька. Иди до матки моей. Послухайте, я потім попытаюсь. Я ж шмат раз пытаўся. Слухайте, а вот як ці зверствовали пасля войны как коммунисты у вас? Ці благі Никляевых батька был? Он же ж пахаваны у военной Никеляев форме. самый бандит был. Самый бандит. Самый НКВД, он самый ГД. Я моего батьку хотел. У батьки было детей 5. Одна жонка померла, молчит, а вторая, говорит, моя матка пришла. О, рассказать это надо. Расскажите, брат, человечек, расскажи, коли ласка. А Никляев был. Застрелили моего соседа, Малашку, Степана. Ага. А он был, списывал, они ходили, раскулачивали людей, а он писарем был. Як пьют, он молчит, а як пьянка пройдет, кажу, продам усе, а я не брал себе ничего. Так новый кожух, 18 окурков, самокурку и кожух новый лопнул. Знаешь, что такое кожух? Его душили у сенях. Гэта самое. Никляева. А Никляев, тогда Кособуров и еще некий был злодей. Они все были бандиты.
А тады гэта самае. А я ж сыну ў прэзідэнты лез. Лес, правильно. А я сказаў, а яго бацька на Богушевічу ў Смаргонях жыў. А я стаўбы ставіў, кажа, што з бацькам кажуха польска не падзяліў пана. А чалавек кажа, адкуль ты Як знаеш? тебя еще не застрелили? І яшчэ мяне яшчэ могуць забіць. тихо, нахуй. тихо. Як тебя не А не застрелили? кляю, гэта ж магер, во, што Я ёсць. знаю, что... А ці праўда, што яны жыды? Магеры? Не, Неправда? што яны не Насчёт жыды, этого не. А вы знали эту фамилию Магер? Ведаю. Не жиды. Но они были вот гэтыя жиды, которые доверялись этим магерам, отдавались сущими потрохами. А гэты тогда их отдавали немцам, а золото ўсё награбленае дзялілі. А ці хватаў людзей пасля вайны вот у этой Некляя, ён не быў гэтым камісарам, не збіраў? Ён НКВД быў. НКВДшнік быў. Да. Быў НКВД. І гэта самае, і прыязджалі людзей, раскулачвалі, хто проці власці былі, хто шмат знаў, бляха, капоту на галаву і пиздец того людзей не видели. Слухайце, а вы не чулі, што тут разам з Некляевым, разам НКВД працаваў Машэраў? Пётр Миронович. І потым ён гэтага Некляева, сына, гэта паэта, і выцянуў. Ён ж у Расію быў паехаўшы, у паэты. Слушай, Маша, І ён працаваў тут. Если честно І сказать. ён працаваў тут. Тады ўжо Машэраў получыўся ў 80-х, а так пра Машэраў ўсё ціха было. Ён працаваў. Ніхто пра яго ніхто нічого не... Маладэчна Вілейка Смаргонь, Да, ён да. тут працаваў разам з Некляевым. Ну, если можа... Кіраваў ім, тачнее, Што? яго бацькам. Ну, а што гэты быў хороший товарищ, гэта самое, я так мягко скажу, что не кіляю. Мой бацька казаў, что приходит с какой партии, я кажу, у меня 5 дзяцей, у меня своей партии, хотели вывести. А у меня у бацькі конь был, 25 гектаров земли было. И яны яго ўжо под кулаки хотели. А вон ж повывозили Пінкевичу. Вывезли, да? Вывезли, таки девочка 4 года из Англии приезжала, она приезжала уже, седая такая тетка Лиза, а на году 15 за меня старше, так я еще пацан, в школу ходил, она уже бабушкой была. Так, сколько пирожите было. Один был таки батько по-польску, и то только один на один говорил. Пінкевичу, вот за Колем Цаганом этого ферму зрабілі, Пінкевичу вывезли. А ён пасля вайны, вот як вайна, прыйшлі рускія яшчэ, не пасля вайны к немцаў прагналі. Ён жа тут 44-го года Некляеў, а ён не хватаў людзей на вайну, у строю, Не знаю. у штрафбата не забіраў? Дело в том, что Некляев был НКВД. Это моя мать говорила, НКВД, кажа. Ну, так это и Они бабка у моя. синей шапки ходили, это НКВДисты, блядь, портки. Кажа, если появились у человека уже на подорку, что доброго не чекай, кажа, не. И все. Вот кто такой Некляев был. А его даже наши не выговорили Некляев, не Николаев, там нет. Николаева звали, да? Ну, такая. Вот. Кособуров и еще некие 3 такие были идиоты. И вот его с пистолетами ходили и сами после войны. А тогда у нас же Кревово было вот такое хорошее, сейчас шифером, а все было в этой. А это ж еврейское, вот где мы стоим, это все еврейское. Это ж все, да. Все. Это все И еврейские. батька говорит, кобылку, это самое. Вот тут вон взяли на крыше ресторации, и он пришел, 120 килограмм мяшок. Я не понес бы солевой, соли набрал, у меня все. Я пришел, жидок некий вырос, езжок, кажется, Сухолет. А что ты наш брал? Я кажу, солик хочешь, кажу, поеду кобылу твою за рулем, приедь, мне сотки посади. 3 жиды такие осталось, Рабинович, Липкович и 2, Довид. А Рабинович Воложенский, а мой батька Золостоянцев, Воложенский район. И он говорит, слушай, Сухолетский все взял. Он говорит, солевые, мех, соли. И он говорит, а что, не вырвало? Я говорю, нет, я тебе, кажу, отдам половину. И он за полмешка привезли. Чалушку 4 года цельную. Полмешка соли дал, я ему чалушку привели на подборку. С вашего где-то боку там было, это люди. И он говорит, а не вырвало, приедет, все. Говорит, спи, а наших... Я жил еще в 50-х годах полили.
евреи полили за то, что, например, я взял и тогда не поделюсь. І мужикам хати палили. Да, демьяны такие магеры, да хуя, як его матку, мою бабушку. Магеру спалили хату, да? А вы знали такие магеры? Ну вы ж тепер сказали. Да, да, вот магеры. Так этому не Кляєву магеру спалили, ці другому? Не кляю. Не кляю ее тут. Не, я ж його честь. Эти, которые были вот такие вот, звязаны. Еврея надо спасти. Бере, я жида спасаю, я ему передаю, а он уже с поляками там, и с немцами дружа. Это жида у расход, нахуй, это делятся. Так само у нас було у Вишневі. Да Усіх, що спасали, усіх і продали. Покуль гроші з їх не витягнули золото. А тогда где-то один где-то осколок остався, хлопчик, и он тогда, блядь, ходил в 60-е годы, споганял нахуй. И тогда Да. приходил, на него сморгоник и сейчас человек есть. А де ви казали, тут ресторани були два? Вот где это вот зеленая Где зеленая крыша? А другі де? Вот где остановка. Де остановка? З того боку. Да. З того боку. Стоял. И памятник тут вот где Бафана, вот где это стоял тоже. А хто ж гани пам'ятник поламав? Леванович такие. Жиды дали. У 39-м году пришли большевики. А это ж польский памятник стоит. Ну стоит, хай стоит. Ну. А это ж як власть была. Ему дали литр водки, он полез. А тогда немцы пришли. Эти уже ж нашлось кому сказать. Председатель сельсовета, председатель колхоза, у всех этих коммунистов. Губич, это Леванович, наверное, такие были. И Толя Юрчукова дядьку. За хобот, нахуй, нато памятник ломал по-польску и пиздец. Завезли не в тюрьму, вот туда. Между Попельцем и Кревом там вот. Это самое на скрежевание дорог. Там, І застрелили. У яму сразу. Вон там, пиздец, где нахуй. вон, в Воинском лесе, блядь. Ну, туда, Ну, вон в туда. Воинском лесе постреляли всех. Ну и все, и пытались. И это самое. А этого одного пустили. Председатель сельсовета был вот этого, как ехать на Молодежного, сюда на горе тут, километра 2. А он видит, а пани польская приехала. А его председатель колхоза. Батька мой, а тут, где мы стоим, тут базар был. Базарна площа була того, да? 25 числа, любого месяца. Угу. С Новогрудка приезжали на базар. А чим торгували? Конь, жито, коровы. І крадені коні продавали. Да, и цыгане, каже, играет там еще что-то еще. И батька купил, и нехто нанял его завести туда под молодец кобылу. Заходит, а уже война началась. А это уже не война, а это большевики пришли. А приходят, пан живем, добрый пані, а пані у себе мыє подлогу. А это тетка, которая уже жонка, у пяринах лежить панських. Марта каже, ёб ти мать, Вільні. Немці, каже, у Вільні. Що ти робиш, йобаний в рот? Ну, по-русски. Я кажу, що ти, пані, робиш? Батька паню руку цілує, а гэта вуздечка і гэта праз галаву, кажа, Ванька ўсё. І гэта Ваньку отпустили его, у этой улице у нас крыніца стоит. На двухколце едет это пана, немцы появились еще. Его отпустили, люди отговорили. А на канал Башак хватили его туда сразу в окоп. І забили. И расстреляли его, я теперь с его сыном, сыноком. А гэты Басяк, ён же ж був крэўскі ці з Росії? Кревский такие, да, трохи. Они где-то еще в Первую мировую войну ездили беженцами и научились по-русски А у говорить. Первую мировую ж Крэва ўсё спалили. Да, только его замок и это церковь, и церковь, по церкви стреляли, кажа, ни немцы, ни русские, некий договор был, в церковь не стреляли. И его у нас стоит синагога. Ну, синагога там. Да, А хто синагогу спаліў гэту? скорее спалили наши, напившись, зробили глиняный завод, робили горшки вони синагоги. Горшки, это самое, тогда черницы, знаешь, что такое? Ага. Тут же у нас кревская глина, если надо знать. А это ж евреи, а у нас люди были такие, дед, прадед, и они один одному. И это ж стекло.
Так вот, мерили штампками циркуля до миллиметра, бля. Это ж треба так, бо каб стенки этого крутятся. Кусок глины ложу, як шапку. Палец уставляя, крутя ногой, и она, бля, так расте. О, какое было. Дык то есть тут рабілі всякие гліняныя вырабы пры камуністах і па п'яні спалілі гэту сваю працу. Не, я спалили уже, тут, если разобраться, я уже у Сморгоня был, тут напились, яны хотели расширять. Дык гэта пры перастройке было ці Они только стены стояли, а оборудование оно было от островца, они эту кахлю робили красиво. у сінагогі, да? Да, ну это Але згарэла пры камуністах, наверное, яшчэ уже мусит через пересылки. час перастройкі. Воля, где ты вагончик, вдруг я тебе скажу. А там я сонце не покажу, сонце не покажу. Слушай, иду, расскажу я тебе такое дело. Ага. Видишь, а тут хлопцы стоят. Ты видишь, как приехал. Мне мать жила, ну, бутылку, мне девушка, еще по талонам водка продавала. Ага. Я заходжу, дайте это все. Приходжу, стоит, председатель совета участковый стоит, и флаг ты, босяка такого нашли, флаг, советский флаг ломая, и это белый. Червоно-белый. Я подошел, ёбну под эту траву. Я полетел, а он сказал, что ты 15 суток хочешь, сказать, что флаг меня не... Что вы, ёбаный в рот? Якую, блядь, ты флаг, я присягу принимаю на Дальнем Востоке 2 года. Ага. А ты мне флаг меняешь. БЧБшный вы, БЧБшный, да? А участковый за тебе смоглейший такие. Я его за грудью, блядь, обпуло. Режу, свой вешаю. Эта девчина надо вылазить, не лезь, что ты вот так. Пока я у Кревяку, дай мне позвонить, что вы, блядь, уже все. О, Ага. я видел власть, как менялась. И я помню это, у нас такое А у было. нас же неколи было такое дело, что на Октябрьской, на 1 мая, на День Победы, прибитого угла красный флаг, до хаты приходит участковый, председатель совета, и хорошо, просят, там, ну, хочешь, не хочешь, прибить. А я говорю, а я иду, ты ж ёптывал. Со Сморгонь выезжал, пока тут побыл, мусит 2 часа, гляжу, бляха, дробину поставишь эту. И лезуть паразиты. Склада. И ловить, не, копяный флаг, який вешали, а так это, ну, польский, это белый. Это не польский, это же БНФовский, это Ну, немецкий, немецкий. Ну, это, тоді ну. гляджу, гэтый самый Пазняк уже выступаю, власть перемінилася, гляджу уже, тут уже некоторым руки заломают, как такого. Вот, хотели утопить, блядь, нашу Беларусь, правда? Хотели. І тоді і Лукашенко, але дякую Богу. А я говорю, що я в воєнкомат приходжу. А что вы, Иосиф, пришли? Я говорю, я на Дальнем Востоке служу, я хочу, чтобы вы мне записали, на пенсию иду. А это 3 года пенсии ко мне дали. А что? Я говорю, а на пенсию иду, так прапорщиком, кажу, меня возьми. А вы з якого года? 51-го. 75-й год. Ну, вельмі было прыемна пачуць, вы вельмі цікава ўсё расказалі. А я ведаеце, я вот, паглядзеўшы яго здымак Некляева на памятніку, я бачыў, што ён недобры чалавек. На могільніку я хадзіў. Я вас зараз покажу. Я вам могу под любой прикладой сказать, что они сколько настоящих людей укокошили в нашей Беларуси. Я их бы выкорчевал бы и выкинул бы. А сын поехал у Польшу и кричит: вось гэта орда, Россия напала, это русские орда. Сын это Некляева, поэт. Но... Их поляки пригрели тут, и он поляков вывозил от нас, батька, катывал, забивал, а поляки пригрели, залы дают ему выступать там. И так я гэта Некляева, этого поэта, Ага. я тебе з вами 100 грамм выпил, тут у меня друг такие были, и все хорошо. Я его сразу после 1-2 чарки понял, что тухло пахнет человек. Так бачно. Вы понимаете, что человек же сразу... як это... Некляев, а тогда... А я Некляев таки уже, блядь, президента. Куда ты лезешь, блядь? А это самое, сволочь. А сколько сирот, сколько... Вот они эти были. Они вырабили себе вырабили, як это кажется у нас, овчинку и пошли все. И теперь обижается. Я гэтага не хвалю, але гэты, бля, мало ён их, надо было усіх. Кыш отсюда и все. У нас бы приезжали литовцы, они приехали давно, уже замок хотели робить.
А местные ж. Треба ділитися, красть. Уже 6-й прораб. Вони його строять замок, 6-й прораб. Уже мусить 2 сидять. Я вам чесно Ранее кажу. сядут, ранее выйдут. А я говорю, парень, ты молодой, кажу, ты смотри, документы, особенно строительную документацию, добре изучить не стал подпись. Ты молодого под списку посадят на году 15 и будешь сидеть. А что, я говорю, что тут? На один камінь мішок цемента, кажу. А ти кажеш, що у Криві камені треба купляти. Люди самі прив'язуються. Да. У нас у Криві було саме прокляття, щоб ти на замок камені тягав. Ну, Це да. саме прокляття таке було. Ну, великий вам дякую, великий дякую. Да, все. І я буду це саме сказати, у мене уже не пишеться. Пишу. Ну, бувайте тоді. До побачення, тоді скажемо після гэтага. Добре, все.